этот день даже погода порадовала пришедших на акцию теплом и солнцем. Посадить свое дерево и внести вклад в благоустройство села может любой желающий. Десятки людей, вооружившись лопатами, с самого утра трудятся у берега реки Сунжа. Глядя, как быстро и слаженно здесь работают, можно ошибочно решить, будто труд этот однообразен и совсем не сложен. Но Беслан Сычуев уверен, каждое дерево требует индивидуального подхода. Чтобы не повредить ему корни, нужны умелые руки. Я, конечно, не в первый раз сажаю дерево. У меня дома у себя тоже несколько десятков деревьев, и плодовых, и неплодовых. Сейчас у нас даже на всякий случай для незнающих был проведен инструктаж. Нам подробно объяснили и направление прививки. Конечно, важно, чтобы соблюдались эти требования. Это глубина, это разрыхление почвы. На площади в несколько гектаров высадят 300 саженцев. Это груша, абрикос, шпанка, черешня и яблоня. Идея посадить плодоносящие деревья принадлежит историко-географическому обществу Дзурдзуки. Организаторы акции учли еще и тот факт, что прибрежная зона реки Сунжа является излюбленным местом отдыха сельчан, поэтому вдоль русла реки высадят 100 саженцев ивы. Это послужит укреплением берега и своего рода ограждением плодового сада. Эта задумка была принята на ура и населением республики, которое внесло весомый вклад в реализацию проекта «Сады поколений». Средства на закупку саженцев собирали, что называется, всем миром. Мы бы и больше посадили, просто по времени уже теплеет, поэтому чисто с вегетативной точки зрения тут есть свои процессы экологические, поэтому, но главная часть проекта обязательно будет осенью, поэтому всех жителей республики приглашаем принять участие к тому, чтобы делать нашу республику краше, зеленее, красивее и оставлять все, что делает Иго Дзурдзуки, это то, что остается для поколения, поэтому проект называется «Сады поколений». Участники акции – добровольцы, люди, которые не прошли мимо призыва принять участие в этом богоугодном деле. Название проекта «Сады поколений» говорит само за себя, поэтому символично и то, что в экологической акции участвуют семьями. Плодовые деревья, как мы знаем, от Всевышнего, это любому, кто притронулся к этому делу, это будет защищено и на этом свете, и на том свете, тем более. Поэтому и внуки, и племянники сегодня здесь. Как вы видите, работают, очень хотят посадить дерево. Потом, чтобы мы обязательно обозначим, кто какое посадил, чтобы они потом уже через много-много лет говорили, вот я это дерево сажал. Возможно, для того, чтобы посадить свой саженец, эти ребята еще слишком малы, но каждый из них знает, насколько значима экологическая акция в деле сохранения окружающей среды. Мы сажаем деревья, чтобы они задыхали углекислый газ, а выдыхали кислород. Когда я вырасту, я буду приходить, ухаживать за посаженным деревом. Когда он вырастет, мои сыновья, внуки будут гордиться этим. Подобную акцию историко-географическое общество Дзурдзуки проводит в третий раз. Сады поколений появились в Плиево и в Магасе. Помимо этого, власти района планируют до конца апреля высадить во всех населенных пунктах 25 тысяч саженцев. Ко дню республики ни один субботник не обходится без пикника. Есть у ингушей в народе даже два брата. Если вместе соль не попробуют, соль и хлеб, они становятся чужими. Сегодня мы, администрация сельское поселение Троицкое, купили мясо, организовали обед им всем. И люди радуются, подходят сюда. Уже через пару лет эти стройные, еле приметные саженцы порадуют первыми плодами. Каждому, кто будет отдыхать здесь, следует всего лишь соблюдать чистоту. Перед Межуева, Хаваш Гойгов, Новости 24.